Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Иванов Андрей, я ученик 11 класса Тазградской средней школы. Темой моей работы является использование особенностей жанра манга при изучении греческого эпоса Олонхо. В наше современное время, когда процветают цифровые технологии, молодежь может заинтересовать изучение и чтение греческого эпоса по-новому. В связи с этим решили изучить использование особенностей жанра манга при изучении греческого эпоса, а именно перенести его в форму манга. Актуальность исследовательской работы является сохранение культуры своего народа, лучшим способом которого является его пропаганда среди молодежи. Проблемой проекта считаем отсутствие меньшего интереса молодого поколения к чтению и изучению греческого эпоса. Цель работы заключается в том, чтобы привить интерес молодого поколения к греческому эпосу Олонхо. Задачами исследовательской работы являются изучение особенностей жанров Олонхо и манга и сравнение, выявление особенностей этих жанров, изучение Олонхо аттах, письма Мухтахтуна Маргариты Егоровны, переосмысление создания Олонхо по форме манга, ознакомление двух форм, проведение опроса среди обучающихся, анализ полученных результатов опроса и составление вывода. Объект работы – это Олонхо аттах, письма Мухтахтуна Маргариты Егоровны. Предмет исследования создания манги по этой Олонхо. Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что многие подростки и не только, возможно, обратят внимание и проявят интерес к культуре народа Саха, а именно к Олонхо. Гипотеза сохранения и пропаганды греческого эпоса необходим современный подход. Одним из них может быть передать содержание Олонхо через форму японской манги, которая является самым популярным жанром во всем мире. Практическая значимость исследовательской работы состоит в том, чтобы привлекать молодое поколение к Олонхо одним из эффективных способов, а именно иллюстрациями. Методы работы, изучение литературы, опрос школьников, анализ полученных данных и создание конечного продукта в виде книжки и манги по греческому эпосу Олонхо. Олонхо – это древнейший греческий эпос, рассказывающий о подвигах богатырей и других героев, а манга – это стиль японской графики, который зародился еще в 16 веке. Она характеризуется использованием толстых и четких линий, а также ярких цветов. В нашей исследовательской работе, изучив, сравнив и создав конечный результат, мы провели 3 различных уровня работы и опроса. Во-первых, дали читать и знакомиться с текстом Олонхо. После этого провели в Google форме опросы для обучающихся с 8 по 11 класс. В результате первого опроса после традиционного чтения Олонхо выяснилось, что большинству было неудобно и трудно читать в текстовом виде. Во-вторых, мы дали читать и ознакомиться с Олонхо в форме манга. По результатам второго опроса выяснилось, что большинству было несложно при чтении и знакомстве, то есть им было легко понять сюжет и общую картину произведения. В-третьих, мы провели опрос сравнения и обобщения полученной информации Олонхо или манга. В результате мы выявили то, что большинство опрошенных выбирают вид Олонхо в форме манга. Те, кто выбрали в традиционную форму, выбрали ее именно из-за традиций, а те, кто выбрали в форме манга, из-за удобства и легкости в понятии. Изучив, сравнив, создав конечный результат Олонхо в форме манга, проводив различные уровни работы и опроса, мы пришли к выводу. Использование особенностей жанра манга при изучении греческого эпоса Олонхо возможно для привлечения интереса молодого поколения. Необходимо учитывать то, что форма манга не может передать всю красоту и выразительность эпоса. Греческий эпос, оформленный по форме манги, может сохранить сюжет и композиционный строй. Олонхо по форме манги требует от иллюстратора-художника знания текста греческого эпоса. Передать содержание Олонхо через форму манги становится требованием времени для популяризации греческого эпоса. На этом все. Спасибо за внимание.